Года приветствует Всем зрителей добрый и участников день. матча. Еще у нас четверг, 4 июля и 16-й тур женской высшей лиги у нас сегодня стартовал, и он продолжается. Второй матч игрового дня. Минск на домашнем своем стадионе принимает девушек из ДЮСШ Полес ГУ. Очень камерная обстановка на стадионе. 6 человек на трибунах. Это кроме тех, кто, собственно, обслуживает этот матч. Вот тут ребят из Минска, работников, ну, чуть побольше, но вот непосредственно пришли посмотреть игру, или, может быть, даже кто-то там поработать на матче, всего лишь 6 человек. Все они на противоположной трибуне, возможно, периодически в кадр попадать у вас будет. Сейчас Минск в кружочке всем тренерским штабом и помощниками собрался и настраивается на игру. Вот тут меня поправляет, да, там седьмой человек, он там в уголочке притаился, так что будет почаще мелькать, особенно когда угловые. Будет подавать одна из команд с дальнего правого уголочка, можно будет его рассмотреть. Он так властно сидит там, облокотившись на перила. В общем, мужчина пришел отдохнуть и насладиться игрой. Ну что ж, у нас все готово к началу. Полес ГУ в такой вот мятно-черной форме. Очень приятный глазу цвет. Ну а Минск в синих майках и трусах. Стартовый свисток Олега Гурченко. У нас игра началась. Сразу же о судьях продолжим. Дарья Аметова и Алина Одинцова ему помогают. Виталий Иванов четвертый арбитр. Ну и Константин Дайлит у нас инспектор матча. Сразу же первая атака. Подача в штрафную и попытка выбить мяч сейчас должна быть. Ее нет. Снова второй заход. Воскобович. Прострел, удар поворотом. Ну и сейчас везет, конечно, пинчанкам. Пробивал поворотом Диана Баком. Попала она там, по-моему, в Лиану Мирошниченко. И мяч от Лианы ушел мимо ворот. Давайте побыстрее с составами разберемся. А то тут такое начало, что можно не успеть. Полес ГУ от Ксении Селивончик. Она сейчас с мячом. Голкипер. Далее четвертый номер Елизавета Чухольская, шестой Алина Кожухарь, седьмой Яна Голик, капитан команды, девятый София Гирник, десятый Анастасия Агиевич, тринадцатый Валерия Серкевич, четырнадцатый Дарья Илькевич, девятнадцатый Надежда Шинкарук, 20-й Ирина Борис, 22-й Кристина Сернацкая. Такой вот стартовый состав. Сергей Чепкий тренирует пинскую команду, а Минск продолжает атаковать еще раз через правый фланг. Попытка. Снова Воскобович. Дальше чуть-чуть правее на Годинскую. Но Анна сама не стала прорываться. Решила отыграться еще раз Воскобович. Подача. И там уже защитницы мяч выбивают. Удар по воротам. В исполнении Мирошниченко все застыли, вообще полная тишина на стадионе, и мяч так аккуратненько прикатился прямо в стойку ворот. Алена Грязнова, номер 31, она в центре поля сейчас, на половине поля горожанок. Она голкипер и капитан команды. Второй Ульяна Асаула, шестой Александра Самойлова, девятый Ильяна Мирошниченко, 11 Виктория Плесюк, 13 Диана Бакум, 14 Мария Демидова, 16 Елизавета Искарева, 19 Анна Годинская, 20 Виктория Казакевич и 23 номер Надежда Воскобович. Ну что ж, из-за боковой бросок. И вот даже перебрались девушки из Пинска на чужую половину поля. И ненадолго, правда, мячом гости владели. Перехват. И длинный пас вперед. Там Годинская, но мяч перехватывает. Вроде как изначально защитник пинчанок, но подхватила ее Искарева. Серкевич далеко вбивает. Воскобович. Бьет вперед. Серкевич на нее выдвинулась. Ну и так в Валерию попала Надежда. И мяч ушел за пределы поля. Еще один стандарт. Ляна Мирошниченко. Она будет подавать. С угла поля. Правая рука вверх. Но она знатный исполнитель, поэтому смотрим. Подача. Мяч аккуратно летит. Удар с отскоком от земли в исполнении Виктории Казакевич. И на месте Ксения Соливончик.
Торопиться пинчанки не будут, поэтому если кто-то вправе вообще ожидать каких-то быстрых вводов мяча от Соливончик. Но вот сейчас здорово она ввела на гирник. София неплохо дернула Искареву. И Искарева, простите, и после этого отдал неточную передачу. Годинская направо. Там Воскобович, Искарева. Воскобович. Ускоряется Надежда. Входит она в штрафную. Прострел. И здесь снова Соливончик. Это у нас 16-й тур. И вот он стартовал этот день сегодня. Команда АБФФ W19 выиграла у Витебска со счетом 4-1. Но у нас пока 0-0. Ну и понятно, что диаметрально противоположные позиции, диаметрально противоположное настроение у команд. У Минска там ряд побед. Ну а пинчанки проигрывают. Минск идет на второй строчке. Сейчас в таблице виртуально и реально. 39 очков после 14 матчей. Ну а пинчанки на 10 месте. 14 игр, 6 набранных баллов. Прострел на месте казак Соливончик. Не спешит Ксения. Розыгрыш через центр, пас налево. Заброс в штрафную от Мирошниченко. Не точно. И перехват пинчанок. Шинкарук пытается мяч куда-то вперед отправить. Не получилось. Ну а вот сейчас короткий розыгрыш. Серкевич. Ну, обокрали. Воскобович пока очень много через правый фланг атакует Минск. Очень активная Надежда Воскобович. Сейчас она вообще с мячом не расстается. Пас направо. Там Искарева. И удар Искаревой. Тут подставляет ногу вот эта девушка с розовыми волосами. И мяч выходит за пределы штрафной. Воскобович, перехват. Искарева. Классная разряжающая передача. Мирошниченко. Ну, пока думала, что сделать, вышла из ворот Ксения Соливончик. Удар вперед. Илькевич. Мяч подхватила Дарья. Можно двигаться. Передача. Борис. Илькевич. И уже с мячом Минск. Демидова. Передача в центр. Там Казакевич двигается вперед. Да, тут нет смысла на своей половине поля застревать. Кожухарь. Разворот от Алины, но слишком сильно получилось. Тут не успеть Софии Гирник даже при включении максимальной передачи, максимальной скорости. Солидная фора была у защитников Минска. Демидова. Казакевич. Готовит длинную передачу, но по правой налево все перекрыто. Это Демидова, кстати. Да, поменялись они местами по ситуации. И пас налево. Заброс.
Голик. Смело полезла на двоих соперниц. Услышала в плечи себе Яна не водись, но в итоге мяч наведение как раз таки потеряла. Удар по воротам. Ну и решила не ловить мяч Ксения Соливончик, а остановить его ногой. Диана Бакум этот удар наносила. Заброс. Воскобович. Еще одна будет попытка сейчас у Минска. Скидка под удар. Искарева мощно пробивает. Рикошет от Кристины Сернацкой. И еще один стандарт. Угловой. Третий или четвертый уже у Минска. В эти стартовые минут 10. Левая нога Мирошниченко. Подача на ближнюю штангу. Мяч продлевается дальше защитником пинской команды. И спокойно девушки с этой атакой разбираются. А здесь положение вне игры. Аут. Елизавета Чухольская. Не аут даже, а штрафной удар. И почти все футболистки пинской команды на чужой половине поля. Чухольская бьет вперед, поближе к штрафной. Ну и вот первый раз у нас Алена Грязнова в игру вступает. Делает она это на 10-й минуте. И быстрая атака Минского. Скобович. Она вообще в центре поля уже. Заброс на Годинскую. Но оно опережает Валерия Сиркевич. Годинская. Мяч остается в поле. Искарева. Пас Сауле. А Саула бьет. Мимо ворот. И никуда не будет спешить Ксения Соливончик. Есть опция для розыгрыша. Есть возможность выбить мяч. Вот прямо сейчас 5 очков Минск проигрывает Минскому «Динамо». Но бело-голубые вчера свой матч провели в праздничный день. После об этом опасный момент, удар по воротам. Ну и Соливончик молодец, браво, среагировала она на удар Бакум. 4-0. Минчанки переиграли одноклубник из Бреста. По 2 мяча в каждом из таймов девушки забили. Поэтому оступаться, тем более в матче с аутсайдерами, Минску совершенно нельзя. Демидова. Заброс. Не точно. Перехват. А чуть сильнее бы и могла бы успеть. Гирник, ну и так она успела, поборолась. Классная передача, атака. Агиевич успевает вернуться Демидова и выбивает мяч из-под ноги Анастасия Агиевич. Ну и скамейка пинчанок дружными аплодисментами сейчас разродилась. Хорошая атака. Казалось мне, что она в центре поля прям и заглохнет, но София Гирник мяч все-таки сумела. Ну, здесь понятно, что будет. У нас счет в матче открыт. Тут ошибка обороны пинчанок. Сыграла головой Елизавета Чухольская, а Ксения Соливончик пошла на перехват и в итоге в пустые ворота скатила мяч Надежда Воскобович. Мяч ворота Полесского государственного университета забила Надежда Воскобович, номер 23. На 13-й минуте она сделала цифры 1-0. Вот ошибка после хорошей атаки. Но и быстрый мяч все-таки влетел в пинские ворота.
Диагональ. Гирник. Искарева. Воскобович, но Гирник на нее налетает. Сразу обозначает прессинг и борьбу. Воскобович сбрасывает соперницу. Пробрасывает мяч мимо Сиркевич. Та вроде бы имела фору солидную, но в итоге нарушила правила. Штрафной, и снова Лиана Мирошниченко у мяча. Отсюда она и пробить может. Удобная позиция, тем более Соливончик никакого там, ни стенки, никакого футболистки не ставит на ударе. Это все-таки скорее удар был от Мирошниченко, но такой с надеждой, что в случае чего кто-то и подправит. Мяч пошел и выше, и мимо ворот. От греха подальше будет выбивать Соливончик. Едва Кожухарь не зацепилась. Здесь Шинкарук. Нет, выбить не удалось. Бакум. Бакум будет бить. Удар под уже поопаснее и пониже чуть-чуть. Но мяч пошел все равно выше ворот. На сей раз не Соливончик. Мяч вводит, но итог один и тот же. Искарева на перехвате. Воскобович в штрафной. Прострел. Вынос. Вынос не очень, но Чухольская хорошо подставила ногу. Воскобович. Воскобович, подача в штрафную. Остановка и пас вперед. Туда ускоряется Кожухарь. Ну, понятно было, что Алина не успеет. Сложно ей было угнаться за этим мячом. Фору имела все-таки Воскобович больше. Казакевич. Воскобович. Подкат. Ну, пока неплохо смотрится София Гирник. 9 июля 2007 года родилась. Плесюк из-за боковой. Асаула. Перевод. Нет, тут стерегут внимательно Годинскую. И все тот же Гирник. Борется. Здорово. Направо передача. Годинская. Подача в штрафную. Ошибка. Должна выходить Соливончик, но не успела она выбежать. И Минск забил второй. Александра Самойлова отличилась. Оказалось, она там. На 17-й минуте игры мяч в воротах команды Полесского государственного университета забила Александра Самойлова, номер 6. Оказалась вверху, добила мяч после отскока. Грязнова. Казакевич. И заброс-то вперед врывается Искарева и Годинская. Но Годинская, она одна совершенно. У нее только сейчас соперница выдвигается. Прострел Годинской. Мяч попадает в руку. Все той же Самойловой, которая снова очень активно эту атаку поддерживала.
Заброс вперед. Там Грязнова. Неточная передача. Мимо Кожухарь мяч пролетает. И налево. Заброс. Там никого нет. Ну и спокойно должна играть Яна Голик. Ошибка. Бакум. Подача. И здесь на месте Соливончик. Ну вот слишком долго Голик выносила. Успели ее накрыть. Ну, хлопает сейчас в ладоши Алина Кожухарь. Таким образом внимание привлекает. Но очень долго Ксения Соливончик реагирует. Но Кожухарь все-таки мяч себе забрала. Поставила корпус. Отдала передачу в направлении Гирник. Но на перехвате очень здорово сработала Виктория Казакевич. А здесь Воскобович. Неаккуратное, неточное действие. Кожухарь. Жесткий стык. Прихрамывает. Годинская. Определенно нравится мне, как играет София Гирник. Никакой боязни. Никакого пиетета перед гораздо более сильным соперником. Подача не попадает просто по мячу Виктория Плесюк. Не стесняется, идет в борьбу. Три девчонки 2007 года рождения у Шапалис ГУ. Помимо Гирник это Илькевич и Шинкарук. Ну а Кристина Сернацкая вообще 2008 года рождения. Очень молодая команда. Для сравнения, у Минска 2007 в старте только Анна Годинская, но она уже прошлый полноценный сезон во взрослом футболе провела. Третий мяч у нас тем временем вылетает в ворота. Неужели снова Самойлова? Да. Оформляет дубль Александра Самойлова. На 22-й минуте игры мяч в ворота команды Полесского государственного университета забила Александра Самойлова, номер 6. Но вот пока опорный полузащитник Минска делает разницу. Демидова. Асаула. Заброс. Искорева не успевает. Выходит Соливончик, на сей раз вовремя. И бьет вперед. Там нет никого. Годинская. Мяч подхватывает Борис. И снова Гирник. Искорева. Обыгралась Воскобович, получила обратную передачу. Это пенальти. Здесь, да, заехали по ногам Ляне Мирошниченко. И последовала команда Славки, что бьет Елизавета Искорева. Дуэль 16-го номера и 1-го. Разбег такой от линии, достаточно длинный, долгий. Ну и смотрим за этим пенальти. Искорева бьет и точнёхонько в уголочек посылает мяч. И еще побежала праздновать. Тут сердечки она отправляет в камеру.
На 24-й минуте игры мяч в ворота Полесского государственного университета забила Елизавета Искарева, номер 16. 24-я минута. Счет уже 4-0. Ну, половина первого тайма сыграна. Грязнова. Годинская. Асаула. Выдвигается на нее Кожухарь. Но Саула легко проходит и дальше идет. Разрезающая передача, но Искарева на сей раз не рванула. Бьет вперед Ксения Соливончик. Асаула. Носом как-то сыграла Самойлова. Воскобоевич. Годинская справа. Мяч получает. Стеночка. Ну и должна играть здесь Сернацкая. Вроде как пыталась оттеснить плечом. В итоге все-таки пропустила вперед Годинскую. Ну и та заработала угловой. Мирошниченко. Годя, давай, давай, давай! Надя! Подача. Кулаком и голосом пыталась сыграть Ксения Соливончик. Пропустила она мяч мимо себя. Ну и 5-0. На 26-й минуте игры мяч в ворота Полесского государственного университета забила Александра Самойлова, номер 6. Хитрик Самойловой. 26-я минута. Счет 5-0. Что-то мне подсказывает, что это еще не конец. Продолжается атака Минска. Мирошниченко. Прострел. Никто не замыкает. Здесь борьба. Воскобоевич ее вела против Сернацкой. И Сернацкая помешала. А, нет, это не Сернацкая, это Серкевич. Вот сейчас Валерия мяч получает. Поднимает голову, смотрит, кому бы отдать. На замахе в итоге пробрасывает мимо Воскобоевич. Но дальше развитие атаки не получает. Воскобоевич. Мирошниченко. Искарева. Убирает на замахе. Искарева бьет, попадает в Шинкарук. Мирошниченко. Воскобоевич. Мяч не ушел. Искарева жестко против нее. Подкатилась Гирник. И дальше полезла смело вперед на Асаулу. Саня, голосом не бегайте, Бросок. голосом передай. Годинская. Воскобоевич. Достается Гирник, но в итоге с мячом все-таки Минск. Искарева. Мирошниченко. И удар по воротам. Не ловит сразу. Останавливает мяч ногой Соливончик. И уже вторым касанием забирает его себе в руки. И бьет вперед. Там никого нет. Кожухарь. Не успел поставить ногу Агиевич. Что-то похожее на прессинг. В исполнении пинчанок. Коротенькая акция была. Кожухарь, нет, проиграла Асауля. Та из-за спины выскочила. Мяч подхватила Искарева сразу вперед на Годинскую.
Анна у самой бровки мяч остановила. Вот эта борьба. Тут почти майку сняла с Серкевич Годинская. Но потом уже было нарушение правил. Анна Годинская на газоне и призывает Софию Гирник, Олег Гурченко на разговор. Показывает он рефери, что по свистку нужно штрафной исполнять. Мирошниченко. Ну вот сейчас игрок стоит в стеночке. Валерия Серкевич это. Одна-одинешенька. Усложняет немножко задачу для Мирошниченко. Аккуратная подача. Удар головой выше ворот. Асаула била. Вот потянули зрители. 12 человек на трибуне, которая попадает у вас в кадр. И 1, 2, которые не попадают. Асаула. Заброс на Годинскую. Догонит мяч Анна. Сразу же кросс в штрафную. Хороший момент. Удар. И пробивала головой Мирошниченко. И справилась с этим ударом Ксения Саливончик. Пусть не сразу, но все-таки справилась. И сразу низом на Серкевич. Та бьет вперед. Перехват Асаула. Почаще стала ходить вперед во второй половине тайма. Воскобович обыграла вроде бы Саливончик, но защитница вмешалась. Яна Голик вернулась и мяч за пределы поля выбила. Ну и выбила так, что даже углового минчанки не заработали. Из-за боковой. Серкевич. Самойлова. Передача дальше налево. Там Плесюк. Мяч достает. Кросс в штрафную. Самойлова. Бакум рядышком. Самойлова, кажется, сама будет бить. Удар по воротам мимо. В первом круге 21 апреля 16:0 Минск выиграл у пинчанок. Дело было в Пинске, но вообще это не рекордная для Минска была победа над Дюсшапалес ГУ. 19:0 было в 23 году. Ну, сейчас пока 5. И 32-я минута у нас на секундомере. Асаула. Заброс. Хорошо Чухольская действует на опережение. Голик. И бьет вперед Яна. Асаула на перехвате. Самойлова. Бакум. Направо. Там Воскобович. Воскобович уже в штрафной. Обходит Серкевич, но не проходит ее. В итоге выходит мяч из штрафной. Асаула. Заброс. Это же удар по воротам получился. И угловой. Очередной стандарт с угла поля. Отправляется подавать Ляна Мирошниченко. С переменным успехом у нее это получается. Сейчас розыгрыш низом с Баком. Мирошниченко. Подача. Мяч закручивается в
дальнюю девятку. Здесь удар, мяч параллельно линии пошел, добивание от Бакум и снова мимо. В итоге таким моментом горожанки не воспользовались. И отправляет разминаться Андрей Пышник уже запасных. Вот Дарья Карабанько отправилась уже бегать. Опасно снова. Тут кулаками машет Соливончик, машет мимо. И еще один стандарт. Это что, третий подряд. Третий подряд во дворе пенальти был обычно. Успокаивает Гурченко футболистов штрафной. Не нравится ему, когда толкаются. Подача на ближнюю. Бакум не попадает по мячу. Ну и вынос. Кожухаря зачем-то она пяткой сейчас сыграла. Едва тут большущих проблем себе не привезла. Себе и своей команде. Не попал Бакум по мячу после добивания. Воскобович прострел. Никого рядышком нет. Вынос. Гирник. Но мяч далеко не уходит. А вот теперь хорошо получается. Направление Анастасия Гиевич. Берет мяч под контроль Гиевич. И что, не было нарушения данной ситуации, но здесь точно было. А сейчас Голик апеллирует как раз-таки к арбитру, что все-таки, может быть, был фол на Анастасии Гиевич. Короткие реплики от Пышника по той части, кто же должен все-таки тот или иной стандарт пробивать или исполнять. Вот сейчас отправил туда к мячу Самойлову, а не Мирошниченко. Ну, Самойлова тут до удара, конечно, может быть, дело не дойдет, но посмотрим, как у нее навес. Как раз-таки мяч в створ летит. Навес получился неудачный, удар тоже достаточно предсказуемый для Ксении Соливончик. Слишком сильно и высоко для Софии Гирник. Саула. Казакевич. Налево там Плесюк. Чуть выше Бакум. Бакум полезла вперед. Ушла от соперниц. Мирошниченко. Саула. Можно отдавать направо. Классно разрезающая передача от Саулы. Подача от Демидовой. И мяч уходит за пределы поля. Тридцать седьмая минута. 5-0. Ближется у нас к завершению первая половина. Саула долго ждала мяч Надежда Шинкарук. Непонятно, что надеялась она. В итоге Саула выскочила из-за спины и мяч на колено приняла. Воскобович. Саула. Она пробить может отсюда, но выбирает подачу. Рикошет, удар, еще один рикошет. И здесь должна мяч забирать Соливончик. Бьет вперед. Самойлова. И пас назад. Казакевич. Саула. Вторая попытка. На сей раз на Годинскую. Годинская достает. Кросс в штрафную сразу. Искарева. Это Самойлова принимает и бьет. Классная атака. Серкевич. Слишком сильно и потеря. Годинская бросает из-за боковой. Неправильно она это сделала. И мяч перешел к пинчанкам. Серкевич.
Саула. Пас на Бакум. Он прошел, хотя две футболистки в зеленом на перехват выходили. Бьет Бакум обводящим ударом и обводит и голкипера, и ворот. Кожухарь. Успевает Гирник. И получает удар по ногам от Анны Годинской. В одно время они родились. У Годинской 14 июля 2007 года день рождения. А у Гирник 9. Вот тут даже какой-то крик в исполнении Сергея Чепкова. Надежда в команде одна. Это Шинкарук что-то недоволен. Главный тренер движением своей подопечной. Сейчас он сказал, что хочет, чтобы она добавила в движение. Баку. Голову не поднимает, не видит рывок Воскобович. И Надежда сейчас гневится. Плесюк. Прострел. Мирошниченко. Ну, это изи для Лианы. И у нас счет становится 6-0. Хорошая атака. Бакум сейчас, кстати, извиняется. На 41-й минуте игры мяч ворота Полесского государственного университета Перед партнершами за то, что не отдала такую своевременную передачу вперед, а атаку замедлила. Чухольская. Ускоряется Воскобович, выходит Соливончик и бьет вперед. Годинская. Искарева. Снова на Годинскую направо. Искарева, заброс. Подставляет ногу Мирошниченко мимо ворот. Последняя пятиминутка уже идет. Про запасных футболисток расскажу. У пинчанок 5-й Диана Вовк, 8-й Ольга Сергеюк, 12-й Ника Михалевич, 15-й Вероника Гордейчук, 17-й Полина Маковей, 21-й Ольга Гречка и 28-й Мария Веренич. Такой вот запас у Сергея Чепкова. Что касается Минска, то 2 голкипера в заявке. 21-й Валерия Вержбицкая и 63-й Марьяна Брилева. 4-й Карина Станкевич, 10-й Даниил Сидалия Кута, 17-й Дарья Карабанько, 22-й Ульяна Узун, 33-й Ланика Цанване и 70-й Лада Пашковская и 88-й Мирослава Зубко. Заброс на Мирошниченко. Легко проходит Лиана соперника, но Елизавета Чухольская внимательно. И мяч с ноги у 9-го номера Минска снимает. Заброс вперед. Здесь борьба. И Агиевич едва мяч не забрала себе. Искарева. Мирошниченко. Годинская. Мирошниченко. Будет бить сейчас слева. И Мирошниченко. И поехала нога у Соливончик. И в итоге получился легкий мяч для Мирошниченко. И снова сердечко в камеру. На 43-й минуте игры мяч ворота Полесского государственного университета забила Лиана Мирошниченко, номер 9. Разыграли пинчанки с центра поля. Сернацкая. Ух, едва не ошиблась. Ну, здесь здорово. Кожухарь. Гораздо более активной она выглядела на старте.
матча, нежели в концовке первого тайма. Чухольская. Пас вперед. Но нарушение правил на Самойловой. Демидова. Годинская. Лиза, рано, Лиза. Серкевич из-за боковой. Нет движения, некому отдать. И от Годинской мяч еще уходит за пределы поля. Нормально, нормально, падай, падай вниз. Еще раз бросок туда подальше. Снова Годинская. И первая на опережении Гирник. И нарушение правил на себе зарабатывает София. Подачу в штрафную сейчас будет готовить Валерия Серкевич. А все периодически уже посматривают на табло. Подача под линию штрафной. Там борьба. Вынос. Мирошниченко. Искарева. И вперед туда отправляет мяч на забег Воскобович. Воскобович опережает Соливончик. Но угол уже островат. На Бакум пас. И нет, перехватывает мяч Соливончик. Хорошо, она вернулась. Ну и дает свисток об окончании первого тайма Олег Гурченко. Счет у нас 7-0 после первой половины. Дубль Мирошниченко, хет-трик Александры Самойловой и по голу Елизаветы Искаревой и Надежды Воскобович. Что ж, у нас перерыв, давайте отдохнем.
Ну что ж, мы возвращаемся в Минск на стадион СОК Олимпийский. Второй тайм, матч 16-го тура женской высшей лиги у нас вот-вот стартует. Минск играет с ДЮСШ Полеск ГУ и 7-0 после первой половины ведет. И тут массовые замены у горожанок сейчас планируются. Как минимум 4 человека уже точно выйдут на поле, а пятый сейчас темпует ножку, возможно, она не успеет к старту. И выйдет чуть-чуть попозже. Пинчанки без замен. Кто же все-таки выйдет у Минска? Вот я вижу, что Ульяна Узун появится. Ланика Цановане. Лада Пашковская. Карина Станкевич и Дарья Карабанько. Вот эта четверка. Пятерка, собственно, и вышло. Кого заменили девушки, будем уже по ситуации смотреть. А у нас тем временем стартовала вторая половина. Ровно 17:00. Первая же атака, и с мячом Ксения Соливончик. Пас вперед. Вот первое касание уже от Пашковской. Пашковская. Перехват. Сейчас судья-информатор нам все расскажет. Замена в составе команды Полесского государственного университета. Все-таки есть одна. Номер 20 в игру вступила Диана Вовк, номер 5. Одна замена все-таки есть у пинчанок. Да, Диана Вовк на поле появилась вместо 20 номер Ирины Борис. Чухольская бьет вперед. Ну и надо успевать сейчас отрывок от Вовк. Будет удар от ворот. Углового не заработал. Саня, вот так, не лезь, Саня, вот так. Асаула. Заброс. Здесь должна первой, конечно, играть Соливончиков. Вбивает мяч. Тут далеко не отскакивает Илькевич. Прострел в штрафную. Удар по воротам. И Соливончик спасает свою команду после удара Ульяны Узун. Ну, здорово. Ланика передачу отдавала. Искарева не успевает. Пашковская. Самойлова. Асаула. Есть кому забегать справа, но Асаула слишком сильно мяч отправляет. Там бы Годинская не успела никак. В общем, разобрались мы по итогу, кто ушел у Минска. Поле покинули Ляна Мирошниченко, Диана Бакум, Мария Демидова, Виктория Казакевич и Надежда Воскобович. Ну и вместо них, собственно, те девушки, которых я озвучил. Карина Станкевич, Дарья Карабанько, Ульяна Узун, Ланика Цановане и Лада Пашковская. И давайте теперь о
составов с учетом этих изменений. Полис ГУ, удар по воротам и Грязнова на месте. Ксения Соливончик, первый номер. В воротах Пинчанок. Елизавета Чухольская, номер 4. Алина Кожухарь, 6. Яна Голик, номер 7, капитан команды. София Гирник, номер 9. Анастасия Гиевич, 10. Валерия Серкевич, 13. Дарья Илькевич, 14. Надежда Шинкарук, 19. Кристина Сернацкая, 22. И Диана Вовк, номер 5. Сергей Чепкий, главный тренер пинской команды. Алена Грязнова, 31 номер, голкипер и капитан Минска. 2 Ульяна Усаула. 6 Александра Самойлова. 11 Виктория Плесюк. Заброс вперед. На месте Соливончик. 16 Елизавета Искарева. 19 Анна Годинская. 4 Карина Станкевич, 17 Дарья Карабанько, 22 Ульяна Узун, 33 Ланика Цануана и 70 Лада Пашковская. Андрей Пышник тренирует Минск. Ошиблась Станкевич. Ну а сейчас хорошо действует Карина. Не дает вперед пройти Софии Гирни. Классная передача на Узун. Ульяна дальше в штрафную. Карабанько. Удар по воротам мимо. Мимо бьет Дарья Карабанько. Перехват. Искарева еще раз на Карабанько. Удар с левой ноги на сей раз и снова не точно. Всплеснула руками Искарева. Это за пределы поля. Пашковская быстро выводит мяч на Самойлову. Самойлову оставили под покер или пентатрик. Тренеры Минска. Борьба. Карабанько. Въехала ногой в бутсу соперницы. Та лежит за пределами поля. Но мяч у горожанок. Станкевич. Искарева. Третий шанс для Карабанько. На сей раз вообще офсайд. И Соливончик. Чухольская. Свободный исполняет. Пас вперед. Здесь без борьбы Илькевич вроде бы мяч принимала. Ну, ошиблась. Ланика. Слишком сильный перевод. И извиняется сейчас Виктория Плесюк перед Пашковской за очень сильный пас. Узун. Разворачивается. Против нее Голик. Доборолась до конца, но в итоге мяч у минчанок. Пашковская из-за боковой. Искарева. Узун. Навес штрафную. И Соливончик мяч в руки забирает. Не торопится. Бьет вперед. Там одна Саула. Мяч подхватывает. На Ланику пасует. Та еще дальше. Набирает скорость Годинская. Навешивает в одно касание. Мяч в перекладину попадает. Добивание
Карабанько и не попадает Дарья сейчас из выгоднейшей позиции, но пока Дарья откровенно не везет. Ну, не ожидала она, возможно, такой отскок от перекладины, но нападающий всегда должен быть готовым к подобным историям. Перехват. Плесюк. Узун. Классный заброс. Прострел, ворот пустые. С мячом Узун. Передача. Катит там в районе 11 метров. Там нет никого. Искорева мяч останавливает, добьет, и от штанги тот влетает в ворота. Ну вот так. Отдавала для гола Карабанько. Потом ей это надоело. И Елизавета решила пробить и забила сама. 8-0. У нас такие цифры на табло. И это 55-я минута матча. На 55-й минуте игры мяч в ворота Полесского государственного университета забила Елизавета Искорева, номер 16. Пашковская. Саня, не надо, нет, Саш. Перевод туда, заброс вперед. Ланика. Ее держит, но она двигается дальше. Вошла в штрафную. Удар от Самойловой. Выше ворот. Саливончик. Короткий пас на Чухольскую. Пашковская. Скидка быстрая. Карабанько. Самойлова. Ну, Чухольская хорошо в подкате. Карабанько. Снова Чухольская. И Чухольская очередное победное для себя действие зарабатывает. Голик. Небольшая пауза на выход из обороны. Не сразу, по крайней мере, мяч соперницам отдают пинчанки. А вот сейчас даже и неплохо, но впереди никого нет. Поторопилась, мне кажется, Дарья Илькевич. Грязнова. Бьет далеко вперед. Там едва не помешали себе футболистки ДЮСШ. В итоге мяч отскакивает Карабанько. Дарья с левой. Самойлова входит в штрафную, но не бьет. Карабанько бьет с правой ноги, и это легко для Ксении Саливончик. Саула. Оставляет мяч в поле Ланика, но ненадолго. Тот покидает пределы поля. Ланика. Искорева. Классный перевод. Там Карабанько. Должна она догонять. Голик против нее. Карабанько. Завозилась и назад. В итоге Пашковская. Стеночка с Карабанько. Пашковская. Можно навешивать. Нет, прострел. И на месте Чухольская. Асаула. Заброс. Удар по воротам. И на месте Саливончик.
Будет борьба. Карабанько опустилась вниз. В итоге мяч сыграл. Сейчас поменялись они с Пашковской позициями. И крайнего защитника исполняет Дарья Карабанько. Асаула. Вот теперь обратно пошла она вперед. Пашковская. Успевает первой. Перевод направо. Ланика. Та в штрафную на Искареву. Искареву опережают. Здорово. Хороший выход. Можно дальше сохранять мяч. Пытаться, по крайней мере, это сделать Илькевич. Под прессингом, но передачу отдает. Голик против Карабанько. Катится. Едва не нарушила правила, но в последний момент, мне казалось, ногу все-таки убрала. Искарева. И угловой будет. А нет, все-таки не будет. Мяч замедлился и не ушел за пределы поля. Годинская. Узун. Скидка. Карабанько. Нет, не принимает. Вынос от Голик. Пашковская. Ускоряет игру Лада. Быстро мяч вводит. Станкевич. Асаула. Вертикальная передача. Ланика. Направо. Плесюк. Подать не смогла, потому что там уже защитница подкатилась, и мяч выбит на угловой. Ланика у мяча. В отсутствии Мирошниченко она исполняет. Короткий розыгрыш Искарева. Бить неудобно сразу. Нужно себе позицию улучшать. Пас на Годинскую. Та била аккуратно в уголок, но успела переместиться Ксения Соливончик. Пашковская спину поставила, не дал сопернице добраться до мяча, но отскок все равно в пользу Пинска. Пас вперед, Илькевич не добежала, но тут двойная атака, и в итоге мяч пинчанки себе забрали. Алина Кожухарь и мизансцена, что она уже больше играть не может. Крик Васильевич все уже. Но видим, что она прихрамывает. Не знаю, насколько вам это видно. И очень тяжело сейчас шестому номеру Дюша полез ГУ и побежал ассистент Сергея Чепкова. И позвал кого-то из запасных. Свалили на Годинской. А здесь Самойлова на покер заходит. Проигрывает борьбу. В итоге угловой заработали футболистки Минска. Выйдет на поле Полина Маковей. Посмотрела на табло, сколько ей минут играть еще. Там достаточно много. Чуть меньше получаса. 18 минут сейчас на секундомере. Подача. Рикошет. Мяч взмывает в воздух. И в руки к Ксении Соливончик он опускается. Но немножко так повезло с отскоком. Бьет вперед Соливончик. Годинская. На Пашковскую. Неточная передача, перехват. Ну и обратный перехват от Пашковской. Узун.
2 раза вокруг своей оси прокрутилась. Мяч сохранила Ланика. Удар выше ворот. И вот сейчас замена в исполнении ДЮСШ Полеск ГУ. Собственно, Арина Кожухарь поле покидает. Вместо нее в игру Замена в вступает составе Полина Полесского Маковей. государственного университета. Вместо Арины Кожухарь номер 6 в игру вступила Полина Маковей номер 17. 2008 года рождения Полина Маковей. 13 февраля. У нее день рождения. Одна из трех девочек 2008 года рождения. Грязнова. Пашковская. Годинская. Медленно заходила на финт. Едва не обокрали. Заброс на Карабанько. Мяч покидает пределы поля. Самойлова. Идет самостоятельно. Будет подавать в штрафную. Узун. Пяточка. И вынос. Саула. Искарева. Давать вперед некому, поэтому будет сейчас тянуть. И вот назад в итоге приходится. И нарушение правил — это опасный штрафной. Давай, Саула, Карина. И пробивать будет Карина Станкевич. Едва ли девушки сумеют ослушаться указания главного тренера. Почти прямой удар. Здесь ничего крутить и вертеть не нужно. А на подборе Искарева. Ну а удар поворотом мощнейший в исполнении Карины Станкевич. Но мяч пошел мимо ворот. Чухольская. Голик. Назад нельзя отдавать, очень опасно. Голик развернула, убрала Карабанько, но после этого упустила мяч за пределы поля. Пашковская. Самойлова. Станкевич на Асаулу. Да, еще дальше. Более вертикально. А вот у Искаревой пас не получился. Но Узун успевает. Она свеженькая. Играет всего лишь минут 20. Достала и отдавала на Ланику. Искарева. Подача. Карабанько. Ну, наконец-то забивает Карабанько. Поймала она мяч. И послала его в сетку ворот. Это 9-0. На 68-й минуте игры мяч в ворота Полесского государственного университета забила Дарья Карабанько. И это уже 68-я минута. Ну, то есть играть не так много времени у нас остается. — 22 минуты. Станкевич. Пашковская. Самойлова. Получила по ногам, услышала слова «вижу» от Гурченко и дальше продолжила движение, не претендуя на остановку игры. Нарушение правил от Карабанько. Слишком рьяно нашла на этот мяч после передачи Елизаветы Искаревой. И нарушила правила на Яне Голик.
Искарева. Перехват. Передача. Узун. Еще одна передача. Самойлова. Может покер делать. Удар по воротам. Спасение. И Карабанько добивание. Еще один сейв от Соливончик. Хороший эпизод. И классно действует в рамке голкипер ДЮСШ Полеск ГУ. Искарева. Это Самойлова подает, промахивается Асаула мимо мяча. Годинская на подхвате, удар, мяч хоть опускается, но все равно значительно высоко. И еще одна ошибка, стало чуть больше этих самых ошибок у футболисток Пинска при выходе из собственной обороны. Соливончик. Пашковская. Карабанько. Искарева. Есть перед ней пространство, но Искарева грузит обратно Самойлову. Самойлова неудачный прием. Самойлова. Это нарушило правила. Ну и сейчас тут можно и до желтых доиграться. Есть Самойлова и желтая, и желтая карточка Яне Голик. Не совладали уже с эмоциями девушки. 71-я минута. Желтая карточка. Самойлова и Голик. Сейчас похвала от Сергея Чепкова для своего капитана. Яна, ты с характером, сказал он своему 7-му номеру. Ну и похвалил за неуступчивость. Бьет вперед Чухольская. Голик здорово. Ну и попытка убежать. Давненько мы Агиевич не видели в деле. Но не сумела она оторваться от Асаул. Станкевич. Заброс вперед. Ошибка Самойлова. Чуть-чуть левее Карабанько. Она в штрафной. Карабанько бьет и перекладина. Узун, а Узун уже добивание не справляется. Ну, Карабанько уже на пентатрик наиграла, но забила всего лишь один раз. Годинская. Ланика. Искарева. Искарева уходит от подката. И что, считает Олег Гурченко, что здесь не было нарушения правил. Но мяч все равно, кстати, не ушел. Узун бьет, попадает в заднюю стойку ворот, которой крепится сетка. Неужели Искарева могла так свалиться без контакта? Бьет вперед Соливончик. Ну и желтая карточка еще одна. Анна Годинская. Горчичник себе в пассив зарабатывает. На 74-й минуте. Чухольская вперед. Перехват, здорово.
Но нет, Плесюк свою же оплошность исправляет. Саула на Пашковскую. Да, еще дальше, а вот здесь перехват. Голик. Не сумели побороться. Геевич за мяч не зацепился. Станкевич идет вперед. Саула. Пашковская. Карабанько. Ускоряется Дарья. Здесь Голик против нее. И Карабанько проигрывает эту борьбу. Приходится отрабатывать сзади. Голик. Искорева. И вынос сейчас. Вынос такой. Можно и пробить отсюда. Но решила не искушать судьбу Станкевич. Сразу. Вот чуть-чуть подработав мяч, тогда уже пробила. И мяч пошел выше ворот. Тем временем 15 минут остается у нас до окончания матча. Искорева не успевает. И по своим запасным, которые расположились на трибунах, сейчас мяч прилетел. Даже пяточка от Искоревой. Поймала какой-то кураж сейчас Елизавета. Карабанько. А вот у Дарьи, похоже, получается не все. Пашковская. Это передача Узун. Узун в офсайде. Гирник. Мяч сохранила. Передача в центр. Здесь взаимная борьба. В итоге минчанки выходят победителями. Самойлова. Пас направо. Искорева. Дальше выше на Ланику. Годинская. Асаула. Так, сжимается потихонечку кольцо атаки Минска. Самойлова бить не стала. Искорева. Заброс на Карабанько. Но та не успевает. И Соливончик спокойно мяч в руки забирает. Пашковская. Первая. Но ее дальше потом обкрадывает Илькевич. И попытка сохранить мяч. Успевает Чухольская. Бьет вперед и за пределы стадиона. Узун. Свалила на Голик. И Елизавета Чухольская бьет вперед. А вот не в той точке оказалась Анастасия Гиевич. Узун. Пустые ворота перед ней, и она не попадает и в них. Уже обыграла Ксению Соливончик, но вот в последний момент мешала ей Елизавета Чухольская, и, возможно, это как раз-таки и не позволило поразить пустые ворота. Асаула. Станкевич. Пашковская. Выдвигается на нее Илькевич. Пашковская уходит чуть-чуть в центр. Заброс на Искореву. Искорева красиво. Ланика и снова выше ворот.
Но вот моментов на те самые прошлогодние 19-0 Минск уже насоздавал, но с реализацией, конечно, есть проблемы. Чухольская. Перехват. Узун. Самойлова. Удар ногами отбивает Соливончик. Ну, пока мы 2 мяча во втором тайме только увидели. Елизавета Искарева и Дарья Карабанько отличились. Самойлова будет подавать угловой. Короткий розыгрыш. Ланика. Удар. Нет, это все-таки передача от Искаревой. Самойлова. Еще один кросс. Так хладнокровно действуют пинские девушки, сбрасывая мяч в собственный штрафной. Будто уверены, что Минск не воспользуется этим. Достала Гирник, но в итоге мяч к сопернице прилетел. И что здесь? Здесь все-таки фол Олег Гурченко фиксирует. Десять минут остается до финального свистка. 9-0 Минск уверенно выигрывает у ДЮСШ Полесс ГУ. И готовится выполнить стандарт. Подача. Попытка сыграть Узун пяткой. Что тут происходит? Головой Самойлова. Соливончик на месте. Годинская. Искарева. В подкате стелится, мяч достает, но он все-таки пределы поля покидает. Гирник. Ланика. Плесюк. Годинская направо. Слишком сильно. Ну, почему-то так медленно бежала Узун, так медленно бежала Соливончик. В общем, довели дело до удара поворотом минчанки. Но Ксения Соливончик оказалась провидицей и на перехват не пошла. Осталась в углу и мяч там забрала в руки. Годинская. Станкевич налево. Пашковская. Здорово обыграла Лада. Двигается дальше, но слишком медленно она думала. И в итоге налетела Илькевич и выбила мяч за пределы поля. Пашковская будет его бросать. Станкевич открывается под нее. Пас параллельно линии штрафной. Годинская вступает в отбор. Пашковская. Илькевич. И набирает скорость Голик. Убирает мяч под себя. Поторопилась Пашковская. Искарева. Мяч останавливает перевод. Здесь уже силенок не хватает у Гирник для того, чтобы прессинговать активно, так как она это делала в первом тайме. Искарева. 2009 года рождения. 2007 Гирник. Поэтому тяжеловато ей весь матч бегать. Но перехват от пинчанок недолгий. Плесюк направо. Ланика. Подача в штрафную. Там никого нет. Карабанько из-за спины вылетает. Пашковская будет бить поворотом. Мяч по уходящей дуге шел, но и в итоге мимо ворот.
С запозданием на один тайм играется третий матч сегодняшнего дня. Там Зорко БДУ играет со Сморгонью. И у нас пока второй пенальти. Скажу, что там 38 минута идет и 8-0 Зорко уже впереди. Что касается завтрашних матчей, то он только один. Гомель с Днепром сыграет в 5 часов вечера. Ульяна Узун. Удар поворотом и едва не потащила. Это удар Ксения Соливончик. Но 10-й мяч. Узун все-таки добилась своего. На 85-й минуте игры 85-я минута. Государственного университета забила Ульяна Узун, номер 22. Асаула бьет вперед. Наузун-то открывается в правильном положении. Выходит из ворот Соливончик. Играет головой. Илькевич. Годинская. Карабанько. Пашковская. Заброс вперед. И снова Ксения Соливончик. Плесюк. Можно назад отыграть. Нет, просто упускает мяч за пределы поля. Вот сейчас играет назад. 4 минуты остается до финального свистка. Не думаю, что что-то там сильно добавит Олег Гурченко. Все замены Минск провел в перерыве, не тратя игровое время. А вот по ходу дела лишь одна случилась. Алина Кожухарь поле покинула, и Полина Маковей вместо нее вышла. Удар по воротам от Узун. Снова на месте Соливончик. Может, сейвов Ксения насобирала приличное количество. Бьет вперед. Станкевич. Асаула. Снова длинный пас вперед. Ланика. Прострел в штрафную. Мяч выбивается. Асаула борьбу выиграла. Заброс. Здесь Соливончик, но и в принципе был офсайд там у Ульяны Узун. Подняла флажочек Алина Одинцова, но все прекрасно видел Олег Гурченко, поэтому игру не остановил. Станкевич. Пашковская. Заброс на Карабанько. Карабанько догнала мяч у самой линии. Ждет помощи. Пашковская прибежала. Самойлова. Пашковская. Аккуратный пас на Годинскую. Та назад скидывает. Ланика. Она уже в штрафную. Мощный удар поворотом мимо ворот. И замена. Еще одну делает Сергей Чепкий. Вместо Анастасии Гиевич поле покидает Ольга Сергеюк. Ну, под премиальные. Гиевич номер 10. В игру вступает Ольга Сергеюк номер 8.
побегать оставшиеся пару минут. Отправляет тренер ДЮСШ ПолесГУ свою нападающую. Узун. Самойлова. Удар мимо ворот. Ну, почему-то удары Самойловой Соливончик старается отбивать ногами. Не падает и не складывается. Чухольская дает вперед. Хорошая передача-то получилась, но не сумела Илькевич ее укротить. Искарева. Смещается чуть в центр. Искарева бить-то не дадут, но Искарева как танк прорывается, лезет в штрафную. Узун ей помогает. В итоге обе проигрывают Маковей. Годинская направо. Ланика. Плесюк Саула. Остается порядка 20 секунд. И в аут мяч отправляет игроки пинской команды. И дает свисток Олег Гурченко. Ну что ж, вот так у нас матч заканчивается. 10-0. Минск уверенно выигрывает у ДЮСШ ПолесГУ. Набирает 3 очка. Не отпускает далеко столичная «Динамо». Ну что ж, на этом мы будем прощаться. Для вас эту встречу комментировал Андрей Масловский. Будьте здоровы и берегите себя. Пока.